Когда мы перешли, мы думали, здесь проживем до конца наших дней. Вот. Мы были очень рады, потому что мы старые, мы уже не можем ничего за собой обслуживать, себя не можем. Тепло, светло, за водой ходить не надо. Переехав в новый дом, Заира Выговская с супругом были довольны всем. Только вот в квартире с самого начала было тяжело дышать. Открывали также окна и двери. Мы надеялись, что новое здание, и это все выветрится. Вот. И в дальнейшем все будет хорошо. Но когда я потом всю зиму проболела, то все прописывали, что у меня гриппую я. А через какое-то время начал гнить пол. Такие же проблемы возникли и у соседей. Всего в Емве больше десятка подобных домов. И во многих есть недоделки. Окна сильно дуют. Вот эти вот запах сильно идет. Знаете, вот когда включишь титан и плитку, и вот запах такой, как будто резина идет. Даже боишься другой раз включать оба сразу, плитку и титан. Выключатели вот стреляют, вот возьмешь, нажмешь как-то раз, второй раз захочешь, она уже прямо искрит чуть-чуть, видно, что искрит. Местные активисты собрали жалобы воедино и 3 года назад отправились в поисках правды. Но найти ее тогда не смогли, даже в самых высоких кабинетах. В 2014 году я лично ездила на личный прием к Газеру, который написал, что необходимо, чтобы жильцы сами подавали в суды, и эти дома, не подлежат строительным экспертизам, потому что они строятся ниже 2-3 этажей. И только в декабре 2016 года по поручению министра строительства в Емву выехала жилищная инспекция Коми. Составили акты по каждой новостройке, учли все недочеты. Специалисты стройтехнадзора Коми совместно с администрацией района разработали план-график устранения изъянов. Но оказалось, что гарантийный срок устранения строительного брака давно прошел. Его-то и установили всего на 2 года. Так что ситуацию пришлось брать в свои руки управляющим компаниям. Были проблемы с отоплением, были определенные проблемы с кровлей. Ну, естественно, бывает и фундамент, где подмыло, где еще что-то. Но на сегодняшний день больше половины части домов с отоплением проблема решается. Нашли способ, посоветовались с инженерами, которые у нас есть. Они нам посоветовали, как правильно поступить. И, в принципе, люди уже начинают чувствовать тепло, что оно до них доходит. В управлении компании «Город Плюс» 6 домов. Люди обслуживанием довольны. Более того, график устранения строительных неполадок выполнен на 70%. А вот остальные двухэтажки явно обделены вниманием. Вот так вот она у нас текет постоянно, каждый год зимой. Кухня, прихожая, ванна, туалет и в подъезде. Прям по проводам, по счетчикам все это текет. Параллельно жители обратились в Роспотребнадзор, Общероссийский народный фронт, прокуратуру. Были проведены экспертизы, по результатам которых Следственный отдел района возбудил уголовное дело. Исследование проводилось в нескольких помещениях данных домов. Согласно заключению специалиста, было установлено превышение аммиака и формальдегида. Причину, по которой данные вещества превышены в воздухе, не установлено. То есть, как я уже сказал, ведется следствие. То есть, впоследствии, скажем так, при наличии виновного лица, оно понесет заслуженное наказание. Именно поэтому в квартире Марии Генчевой в стене такая дыра. Часть строительного материала отправили на исследование, дабы определить источник токсичных испарений. Впрочем, по словам главного архитектора района, на все материалы у застройщиков были соответствующие документы. В те годы такие быстро возводимые конструкции пользовались популярностью в регионе. Нам были представлены подрядчикам сертификаты соответственно данной конструкции, поэтому усомниться в их, так сказать, непригодности просто не представлялось возможным. Дома принимали, и общественники ходили, нареканий не было. И государственная жилищная инспекция ходила, и Пожнадзор ходил, даже прокуратура участвовала в этом деле. Нареканий не было. Результаты экспертизы будут готовы в конце декабря, а пока в Емве работает региональная межведомственная комиссия. Сотрудники стройтехнадзора и Министерства строительства теперь обследуют отдельные квартиры, где и были зафиксированы превышения. Та проблема, которая на сегодняшний день существует в Емве, она создалась еще не вчера, не позавчера. Это дома, введенные в эксплуатацию в период с 2008 года по 2014 год. Пока не будет проведена техническая экспертиза и химическая экспертиза, выводы какие-то уже резкие делать нельзя. Хотя в этом направлении Министерство строительства и служба строительного надзора сейчас работает, разбирается. Объем работы очень большой. Разобраться с емвинским наследием, доставшимся местным жителям от прежнего руководства региона, получится, видимо, не так быстро. Но главный вопрос теперь – как помочь жителям, оказавшимся в нелегкой ситуации.
Светлана Некрасова, Ольга Коняева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Емва.